Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в лягушку. Лягушка — это, короче, игра на взятки с очками, которая очень похожа на скат, преферанс, золи, овчарку и другие подобные игры. Так что если вы умеете в них играть, то в лягушку вы легко научитесь играть. Итак, для игры нужна колода из 36 карт, от шестерок до тузов. Старшинство карт — это шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, колода, дама, король, туз. То есть отличия от классического старшинства нет обычного. В лягушку всегда играют втроем. И цель игры — набрать наибольшее количество очков в партии, состоящей из определенного количества раундов или времени. Итак, в начале один из игроков раздает сначала 3 карты. Каждый игрок получает 3 карты за раз. Потом еще 3 карты располагаются в центре поверхности. Это прикуп. Потом игроки получают 4 карты. Каждый получает 4 за раз. Потом еще 4 карты. И потом раздача заканчивается. И начинается торговля. Игрок слева от сдатчика выбирает первым. Участники могут сказать лягушка, чико, грант или пас. Пас — это, как обычно, отказ от игры. После паса выбор переходит к следующему игроку. Так, я вам рассказал про пас. Теперь рассказываю вам про 3 типа игры, то есть как скати. Итак, начну с лягушки. Лягушка — это раунд с козырем червы и заменой карт. То есть червы — это всегда козырь в этом раунде, и играющий заменяет 3 свои карты, обычно самые ненужные, на вот эти карты прикупа. Чико — раунд с козырем пики, бубны или трефы. Играющий оставляет свои 3 карты в руке. Он еще вот эти 3 карты прикупа оставляет. То есть игрок может выбрать пики, бубны или трефы. Одна из этих мастей становится козырной. Так что да. Ну и наконец грант. Существует, кстати, одноименный раунд в карточной игре скат. Про него вы можете узнать в моем видео про скат. Итак, грант — это то же самое, что и лягушка, только уже нет замены карт. То есть червы опять всегда козырь, но играющий уже свои 3 карты оставляет в руке, и карту прикупа тоже оставляет на поверхности. Итак, игрок, который не скажет пас, выиграет торговлю. И после выбора всех игроков торговля заканчивается, и начинается от игры. Игрок слева от сдатчика ходит первым.
И тут точно так же, как и в типичных карточных играх на взятки, там даже отличий нет. Нету даже нюансов, в котором надо вложить, в котором на чужой козырь надо вложить один из своих любых козырей, даже если правильная мазь присутствует. Такого вот игры нету, так что если вы умеете играть в любую карточную игру на взятки, то розыгрыш карточной игры лягушка вы легко поймете. Итак, игры... Итак, каждый игрок обязан вкладывать карты одинаковой масти. Если нету, выкладывать карты козырные. А если одинаковой масти или козырной масти нет, то тогда выкладывают любую карту на свое усмотрение. И, короче, отвечает любой картой владелец самой старшей карты, забирает взятку и выкладывает следующую карту. Так проходит розыгрыш, также известный как розыгрыш взяток или ход игры, до тех пор, пока у каждого участника не закончатся карты. Потом розыгрыш заканчивается, начинается подсчет очков, последний аспект этой игры, который очень похож на подсчет очков в карточной игре скак. Итак, как же он работает? Я вам попытаюсь максимально понятно объяснить. Очки игрока, играющего, которые он заработал за раунд, они умножаются они вычитаются на 60 и умножаются на число типа игры. Если объявил лягушку тип раунда, то число будет 1, то есть умножаться на 1. Если чику, то будет умножаться на 2, а если грант, то будет умножаться на 4. Вы, наверное, мало что поняли, так что я вам расскажу пример. Например, там Димон, он набрал 70 очков, и это значит, эти 70 очков, они вычитаются на 60. 70 минус 60 равно 10. 10 очков умножается на, допустим, 4, потому что Димон выбрал грант. 10 умножить на 4 равно 50, и вот эти 50 очков являются полным количеством очков, которые Димон заработал не за раунд, а вообще за игру, с помощью которого можно выиграть. Так что да. Вот так, короче, работает подсчет очков в карточной игре лягушка. Стоит рассказать еще про два нюанса. Ах, да. Стоимость в карточках. Все шестерки, семерки, восьмерки, девятки, 0 очков, валеты 2 очка, дамы 3 очка, короли 4 очка, десятки 10 очков и тузы 11 очков. Ребят, всем забыл сказать. На самом деле старшинство карт это шестерка, семерка, восьмерка, девятка, валет, дама, король, десятка, туз. Да что да. Если играющий наберет меньше 60 очков в раунде, полученные очки получит каждый противник. То есть 50 очков Димон набрал с помощью вычитания умножения, но вообще получил меньше 60 очков в раунде. То есть все его 50 очков получит каждый его противник, а сам получит 0 очков. Ну и наконец, последний нюанс. Если очки равны, 60 очков получили как минимум 2 игрока, каждый участник получает 0 очков. То есть там как минимум у Димона и Осьминога 0 очков. А у меня, допустим, тоже. Короче, у них... Погодите.
Да, короче. Ну тогда все получат 0 очков. Это ж туда. Все получат 0 очков. И думаю, я вам рассказал все про карточную игру лягушка. Она вообще вся партия идет до тех пор, пока либо не пройдет определенное количество раундов, с которым согласились игроки до начала игры, или с окончанием определенного времени. То есть, например, мы начали играть 5 часов и договорились закончить ровно в 6. Значит, 6 часов, все, партия заканчивается. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы поняли, как играть в лягушку. Ну а мне больше нечего сказать, так что всем пока.